Обон хорш хоржадам, хоржбон-то он совой. Добрый день всем хорошим людям, хорошим, плохим людям. Сейчас я говорю за всех людей. Добрый день вам, и пусть вам Бог помогает. Я житель Остинской Слободки, Пагаев Заурбек. На Остинской Слободке, как вы знаете, есть святилище, старинное святилище Артедзуара, Хсаудзуар, Ваштердзуар, Манокдзуар. То есть святилище Бога, святилище Ваштерджи и Нокдзуар – это святилище Мадмайрам. Помимо этого, там же на этой же территории в 1992 году люди с гор попросили разрешения у наших старейшин, и те им разрешили поставить там святилище Ваштерджи, Хоха Ваштерджи. Вы знаете, большинство знают это все. У меня вот сейчас вот сложилось такое впечатление, что люди уже перестали верить в что-то святое. Большинство людей туда приходит помолиться за свою семью, за себя, за своих детей, за свое будущее, за мир, за все прочее. Но, к сожалению, попадаются люди, которые туда приходят как бы отдыхать. Как это можно? Вот сколько раз я там лично сам видел, и это все действительно. Люди приезжают туда, как будто на пикник, начинают раздеваются, загорают. Это что такое? Футбол играют. Ну как вы на святом месте себе такое можете позволить? К сожалению, вот опять недавно попались такие случаи, что возле этого прям поставили бутылку водки, начали распивать, парочка. А недавно совсем машина подъехала прямо к святилищу и начала свои неугодные Богу дела делать. Ну как это можно? Люди, обдумайтесь, вы что делаете? Вот эти вот уже достало все это, честное слово. Неужели у вас ничего святого не осталось? Подумайте об себе, о своих детях. Это же все сказывается. Вы сейчас понимаете, что вы вытворяете? Не вам, так вашим будущим, потомству вашему все это достанется. И вы даже не поймете, откуда этот удар пришелся. Зачем? У нас, у Остин всегда было все святое. И к другим религиям мы относились очень серьезно. Никогда никого не позорили, никогда нигде не оскорбляли. Никого. Будь то Аллах, будь то ислам, все вот, что у нас есть, армянский церковь. Когда-нибудь вы видели, чтобы Остин приходил на святое куда-нибудь место и начинал там распивать напитки свои или сквернословить? Когда-нибудь вы это все видели? А почему тогда сейчас на наши святые места люди приходят и начинают позорить? Лично опять я повторяю, лично я опять оттуда выгонял людей, которые приходили из других наций туда, начинали жарить шашлыки. Ну как это так возможно? Одумайтесь, люди, пока еще есть время. Уважаемые жители республики, да и не только республики, а, наверное, всех, даже кто приезжает к нам в гости, хотя они, поверьте мне, они себя ведут более достойно. Вы посмотрите на этот ролик и поймете там все, что творится. А теперь вот представьте состояние молодежи Остинки, как они просились найти этих людей и как они просили разобраться с ними. Еле удалось уговорить молодежь нашу, чтобы мы пока оставили все это в силе. Но прошу вас, люди добрые, одумайтесь, не делайте этих глупостей. Есть ему предел, есть ему традиция. У нас отцы наши что завещали, давайте это исполнять. Есть места, где пейте сколько хотите, гуляйте сколько хотите, есть такие же места. Но куда вы едете на святое место пьянствовать или неутребными своими делами делать? Вы одумайтесь, пока еще не поздно. И не позволяйте другим. Кстати, это относится к старшим. Учите своих младших. Научите их хотя бы чему-нибудь в этой жизни, а не то, что говорить, они сами научатся. Это все разговор. Их надо с детства учить всему, остинскому обычаю, нашему гдау учить. Вы посмотрите, кто здесь живет, они же все придерживаются нашего. А почему сами осетины это не придерживаетесь вы? Почему вы не придерживаетесь своих обычаев, то, что вам отцы завещали? Подумайте об этом. Это святое место, очень святое. Там энергетика очень большая. И люди туда приходят помолиться, попросить о хорошем. А вы там хотите все испортить. Ну зачем, для чего? Объясните мне.
Неужели нельзя поехать? Вон там лес есть, там есть поляны, другие есть. На речку поедьте. Ну куда вы на святое место? Люди, одумайтесь. И давайте все будем жить так, как нам предки завещали. Не надо туда приезжать и пить. Туда надо приходить, молиться, просить Бога, чтобы Он дал твоей семье благополучие, здоровье, чтобы ты жил нормально, и твоя не только семья, а твое потомство дальше жило. Об этом надо Бога просить. А выпить ты можешь на углу выпить. Пей, пожалуйста, на углу, пьянствуй сколько хочешь. Но не надо делать из святого ничтожество. Это же все может аукнуться. Подумайте об этом. Я желаю всем добра. Ходите на святое место. Мы вас всегда там встречаем. Видим, когда люди приходят, молятся. Это видно бывает. А большинство туда так и приходят. Но, к сожалению, вот эти вот какие-то 5-7%, которые есть. Одумайтесь и больше там не появляйтесь. Всем добра и мира.